В гостях у программы «Вечерний экспресс» заместитель начальника управления внутренних дел города Сухум Беслан Чкадо. С ним мы говорим о только что созданной патрульной службе, стихийной акции «Не пей за рулем» и о том, что ждет тех, кто все же пьет за рулем. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире передача «Вечерний экспресс». Беслан, сегодня в обществе обсуждает вот те реформы, которые происходят в рядах Министерства внутренних дел. Я хотел бы попросить вас сейчас посмотреть один сюжет, который мы сегодня сняли. В Сухуме сегодня прошел рейд по выявлению так называемых нелегальных автомобилей. Эти машины, как правило, привозят из России. У них нередко перебиты номера двигателя или кузова. Часто это так называемые страховочные автомобили, российские владельцы которых, продавая машину за границу, подавали заявление в российские правоохранительные органы о ее угоне. Получая страховые выплаты, они приобретали новый автомобиль. У нас с 10 утра нарушителей выявлено 10 протоколов административных. Из них 3 машины в административные штрафные стоянки доставлены. Нормально ведется рейдовый успешно. Это рейдовые мероприятия проводятся, чтобы безопасности народа, чтобы не нарушали, спокойно, чтобы все было. В Абхазии многие автовладельцы приобретали так называемые невыездные машины на открытом рынке. Они не несут уголовной ответственности, но понесут существенные материальные убытки, поскольку лишатся своих автомобилей. Беслан, вот мы посмотрели, сюжет. Вот действительно, что как бы получается замкнутый круг, что вот эти владельцы этих автомобилей, которые так или иначе были в сговоре, но это трудно доказуемо, но они являются сегодня жертвами фактически. Вот как найти выход из этой ситуации? Выход на самом деле из этой ситуации непростой, ситуация неоднозначная. На сегодняшний день министр внутренних дел поднял вопрос о решении данной проблемы. Но, честно говоря, это вопрос не совсем моей компетенции, потому что данным вопросом занимается управление госавтоинспекции. Значит, каждая машина страховочная, которая здесь ездит, за нее там получена, денежная сумма со страховой компании. И решение этого вопроса не только в компетенции нашего государства. Сегодня в обществе живое обсуждение тех реформ, которые происходят в органах внутренних дел. Значит, патрульная служба милиции, которая сегодня создана уже более 3 месяцев назад, эта служба является симбиозом государственной автомобильной инспекции, которая присутствовала ранее, и патрульно-постовой службы милиции. Этот проект является пилотным, но он себя зарекомендовал с положительной стороны, то есть в патрульной машине сегодня присутствует и сотрудник ГАИ, и сотрудник патрульно-постовой службы. И эту объединенную службу назвали патрульная служба милиции. И мы пытаемся сейчас применить опыт зарубежных стран на нашей практике. Я думаю, сегодня получается неплохо. Есть, конечно, у нас и недостатки, но в общем, если взять цифры, которые могу вам привести, то они показывают, что есть качественное улучшение работы по сравнению с тем, что было ранее. У вас есть такая служба, где получают жалобы от граждан, что где-то было совершено, так скажем, мягко говоря, там не в красивой форме обращались? У нас есть, в МВД, в центральном аппарате, управление собственной безопасности, которое я ранее возглавлял почти 3 года. Сейчас у нас непосредственно в управлении внутренних дел есть заместитель по личному составу, который рассматривает обращения и жалобы граждан. То есть, если кто-то не доверяет непосредственно УВД, не хочет к нам обращаться, они могут обратиться в Министерство внутренних дел. У вас есть горячая линия, да? У нас есть и телефон доверия, есть телефон доверия УСБ, есть телефон доверия министра внутренних дел. Следующий вопрос. Кадровая политика в МВД. Кадровая политика МВД, непосредственно УВД. Мы настроены на то, чтобы привлекать людей, так как сегодня... Откуда источники? Откуда? Значит, у нас есть среднеспециальная школа милиции,
которая вот, непосредственно вот, выпускники ее за прошлый год, 20 человек, сегодня пополнили ряды патрульной службы милиции. Сегодня у нас есть определенные проблемы, их немало. Все, что касается материально-технического обеспечения. Как раз я об этом и хотел спросить. Дело в том, что буквально под нашими окнами стоят, по-моему, 5 или 6 единиц очень дорогостоящих машин BMW. Стоят. Они стоят. Но и какова судьба? Ремонт тоже дорогой. Понимаете, BMW машина в обслуживании не дешевая. И там есть запчасти, там маленькие датчики, которые стоят по 30-40 тысяч. Мы все надеемся на то, что бюджет будет увеличена заработная плата сотрудников милиции, потому что при той нехватке кадров, которые есть сегодня, мы... Сколько часов получается в сутки работы? Ну, я имею в виду там посменная работа, да? Значит, как они работают? 24 часа. Они, то есть, в 8 утра заступили, в 8 утра следующего дня они сменяются. Сутки они отдыхают, потом опять они выходят на работу. То есть двусменный режим работы, сутки работают, сутки отдыхают. При таком режиме работы сотрудники патрульной службы УВД получают средняя зарплата 8-10 тысяч рублей. И, ну вот, смешно, на самом деле, смешная цифра. Сегодня укомплектованность патрульной службы 50%. 50%. И если не будет увеличения заработной платы, то мы рискуем из этих 50 потерять еще часть. Вот какую помощь бы вы ожидали от общества, от СМИ? Ну, мы вообще благодарны СМИ. В последнее время активно поддерживаете нас. Как вы сказали, являетесь тем мостом, который нас соединяет с обществом. Нам это очень приятно. Непосредственно хотелось бы от граждан терпения, понимания и доверия к той работе, которую мы сегодня проводим. От взаимодействия общества и милиции зависит то, что будет у нас завтра. Сотрудник милиции останавливает, допустим, попался, остановил его же ближайшего родственника. Он его отпустил. Этот сотрудник же несет наказание, если окажется, что это так произошло, и высшее руководство об этом узнает. Вот как быть в таких ситуациях? Вот как найти вот такую золотую середину? И как сделать так, чтобы вот этот менталитет абхазский изменился в лучшую сторону, что люди просто перестали вообще пить, да, а полностью пить, да, как бы отказаться полностью не получается. Как быть? Вот дилемма такая. Ну, начну с последней части вашего вопроса. Что касается сотрудника, который отпустил там родственника и так далее. Значит, я считаю, что в тех условиях, в которых мы находимся сегодня, и с учетом нашей ментальности, когда мы здесь все друг другу не чужие, друзья, товарищи, братья, родственники, здесь надо определиться. Или ты работаешь и выполняешь свои функциональные обязанности добросовестно, ты работаешь правильно и четко. Бывает, конечно, там брат, там родственник и так далее. Просто надо отойти в сторону, сказать, я не могу ничем помочь, вот человек занимается, это его коллега, он не пришел ему там наносить вред или что, он выполняет свою работу, нарушил, будь добр, отвечай. Только под таким девизом мы можем выйти к чему-то. Что касается наших там традиционных каких-то моментов, ну, здесь золотой середины быть не может. Мы или пьем за рулем, или не пьем. Понимаете, здесь надо подходить так. Чуть-чуть. Ну, у нас на законодательном уровне не принято там какие-то промилле разрешенные. Да. Сегодня у нас 0. Ну, если 0, значит, мы не должны выпить на свадьбе, не должны там помянуть. Есть сегодня служба такси, есть родственники, которые всегда рядом подвезут, привезут и так далее. А насколько вы чувствуете, повлияла гражданская активность тех сетевиков, которые вот молодежь, да, вот вы знаете, что запустили вот эти наклейки, да. не пей, и все, настолько повлияло. Чувствуете? Повлияло, на самом деле повлияло, потому что человек, ну, бывают случаи, что мы задерживаем человека, который в нетрезвом состоянии, у него есть наклейка. Есть, такое тоже есть, да? Такое тоже есть, да. Но все-таки это реклама и общественное движение, которое у нас зародилось, я считаю очень полезным, потому что, ну, как говорится, знаете, вот в России уже курить не модно. У нас вот, мы должны прийти к тому, что пить за рулем не модно. Так что я думаю, что у нас все получится и все будет нормально. Спасибо большое, Беслан, что вы пришли к нам в студию. Я хочу напомнить телезрителям, что у нас был в гостях замначальника УВД города Сухум Беслан Чкадуа. Всего доброго.